милости Всевышнего через милость мирскую. Сегодня прошло примирение между тейпами Хамхоевых и Дзейтовых. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: пожертвуйте хотя бы половину финика. Это будет для вас большой наградой в судный день. Священный набор должен быть наготове. Как исполняется поручение главы региона по обеспечению прихожан водой и финиками? Каждый задержанный водитель или пьяный, или грубый нарушитель – это, возможно, спасенная жизнь. Дорожные стражи сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День ГИБДД. Я знал, что он измеряет давление, и специально пришел сюда. Давление в норме. Ну а если нет, вам об этом сообщат специалисты Центра медицинской профилактики. Мы здесь футбол занимаемся, волейбол, бадминтон. У нас много разных игр есть. Они знают, как обеспечить отдых на высоте. Детский лагерь в Армхи в горах Джейраха манит своей красотой сотни ребят. Это новости 24 в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Юнусбек Евкуров побывал в гостях у имама сельского поселения Яндари Микаила Даурбекова. Глава региона был приглашен на вечернюю трапезу в связи с окончанием очередного дня поста священного месяца Рамадан. В религиозном мероприятии приняли участие председатель Духовного центра мусульман Ингушетии Иса Хаджи Хамхоев, известный в республике богословы. Также представители духовенства, религиозные деятели. Собравшиеся говорили о важности соблюдения поста, об укреплении национального единства, братских отношений, о необходимости духовного очищения и стремления к милости Всевышнего. С появлением первой звезды собравшиеся сделали коллективную молитву и совершили разговение. Примирение двух тейпов прошло в Кантышеве. Семья Хамхоевых из этого селения вместе Рамадан простила смерть своего родственника Дому Дзейтовых из соседнего села Далаково. Напомню, что 1 мая этого года после ДТП с участием Джабраила Дзейтова и Магомеда Хамхоева последний был госпитализирован и скончался в больнице. Муфти Иса Хаджи Хамхоев, обращаясь к собравшимся, отметил, что в настигнувшей беде братья погибшего проявляют огромное великодушие, простив кровь. Кади республики Абдурахман Мартазанов сказал, что никто не застрахован от несчастного случая, но мы все время должны призывать автолюбителей к соблюдению правил дорожного движения, особенно в отношении скоростного режима. Ну а если водитель еще и употребил спиртное, то он является злом для общества. مشان أدخل سقو قارق مميل قارق وعلى مال يشولش دال حارم ده هم ده كاستا مشان قارق من مشان أدخل وسق ديال ماستو نخكد ماستو وقمن ماستو يتى بار هم تيجتيوش خان دا لورد ولدوي بيمر أن دوش ده عليه الصلاة والسلام يتيد تا متى كاستا يتساي ماره بوت بوين يسخا يوين وهموش متى تصهوجني شفان سجى داقل خقولج أزل يزمت تجير بوصل ناها شيء بوصل شيء بيجرش تتا مت تجير لا لا أخ مت دوزل خواش دولدوي بس موجود Direkt بوصل بيجري دوي كنا دليل ويدي هنا اشت دقنا دوي وز عشق ترجع ويدي هنا يرمون دوا حماج ليك دواتش مسنا وقت صاد والش دقيقة ديش أسبوع بس صار شو عبيد خبيان خير. Каждый прихожанин к моменту разговения должен быть обеспечен водой и финиками. Такое поручение еще перед началом Рамадана дал лично глава региона. И сегодня в мечетях республики побывал первый заместитель руководителя администрации главы Ингушетии. Проверяли не только наличие необходимых продуктов, но и срок их годности. Магомед Асканов с подробностями. Срок годности на пробке, так? 25 марта 2015 год. Это, видимо, произведено. Проверяющих интересует не просто наличие в мечети фиников и воды. Они тщательно проверяют сроки их годности. А то, что здесь есть все необходимое для разговения, Хас Магомеду Нальгиеву подтверждает и смотрящий за мечетью. Сулумбек отвечает за чистоту и порядок в новом комплексе для прихожан и говорит, что такого внимания со стороны властей во времена своей молодости он не помнит. Вода есть,
хурма есть, пожалуйста, в любое время дверь открыта здесь, днем и ночью. Хоть молодой ты, хоть в любом состоянии мы не отказываемся. Пожалуйста, заходите. По словам Сулумбека, удачное расположение у дороги привлекает в эту мечеть на молитву всех мусульман, кто прибывает в республику. Следующая мечеть расположена в Альтиево, и в момент нашего приезда там никого не оказалось. Но Хас Магомед Нальгиев решил сам проверить наличие продуктов для ифтара. Оказалось, что воды в мечети хватает. А вот о недостатке фиников пришлось сообщить главе администрации Назрани, который пообещал обеспечить мечеть всем необходимым для разговения. Во дворе старой мечети в Барсуках сидят прихожане, читают Коран, совершают намаз и вспоминают Всевышнего. Один из них, показывая местные запасы для ифтара, говорит, что ни одного дня в их мечети не прошло без фиников и воды. И вот после азана в центральной мечети Назрани приходит время провести разговение. Это благое дело, когда люди жертвуют хотя бы часть своего имущества для разговения. Как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, пожертвуйте хотя бы половиной финика. Это будет для вас как большой наградой в судный день. Люди же ощущают заботу о себе. Глава же должен заботиться о всех людях нашей республики, он же отвечает. Поэтому он хочет сделать такую приятное людям, чтобы они, хотя это немного там, конечно, но хоть немного, чтобы люди ощутили, чтобы им было приятно, что о них заботятся, что о них думают, что они нужны этой республике. Поэтому это очень важно. Такие мероприятия с обеспечением прихожан мечети финиками и водой продлятся до конца священного месяца Рамадан, а за их исполнением будут ежедневно следить главы местных администраций. Магомед Асканов, Рахман Цуров. Новости 24. Можно ли было избежать трагедии? Буквально накануне, примерно в 7 часов вечера, в районе моста по улице Коммунальная в русле Алханчурского канала обнаружили тело 3-летнего мальчика. Ребенок сорвался и утонул. В этом месте не было ограждений. Сейчас следственным отделом по Назрани проводится проверка. Репортаж нашего корреспондента. Маленького Али, упавшего в этот канал, спасти никто не успел. Бездыханное тело ребенка подобрали ниже по течению. Беспомощного мальчика пронесло по течению реки более 200 метров от места, где он сорвался в воду. По словам матери, в тот день 3-летний сын особенно тянулся на улицу погулять. Через какое-то время, увидев, что сына нет на улице, мать начала искать его. В этот день, когда сын вышел со двора, почему никто не успел доглядеть, куда он пошел, в речку или в улицу? Я сейчас объясню вам, потому что в ту минуту, когда он туда ушел, я девочку уложила спать, я просто не задержалась там на минуту, просто я вышла сразу, как муж пришел домой, я вышла сразу и побежала его искать. Я уже, когда побежала, он, видать, еще когда уже, видать, канал вижу вас уже. Видать, уже не успели, да? Да. Во время нашего приезда застать дома отца ребенка нам не удалось. Он оказался за пределами республики. Зато мы поговорили по телефону с дядей Али. В поиске вы участвовали? Я не был, там сосед был наш, это он его вытащил оттуда. Да? Он не утонул, сверху, он как сверху он мог сплавать, По словам жителей близлежащих домов, этой трагедии можно было избежать, если бы ограждение канала действительно ограждало его от любопытных малышей, а на деле в некоторых местах оно просто отсутствует. Но при этом каждый опрошенный уверен, что неподалеку от канала нужно лучше следить за своими детьми, а некоторые из родителей, живущих неподалеку, и вовсе не выпускают своих ребятишек со двора. А у вас есть дома дети? Конечно, есть. Гуляют они здесь? Да? Гуляют, и все, и соседи, и оттуда, все ребята здесь. Так почему все-таки перил не устанавливается, и когда они будут установлены? Еще расскажите об этом. Перил устанавливается, есть готовые, делают, все устанавливают. Вот видите, подряд ставят же. Будут и дальше ставить.
Это вопрос, конечно, к подрядчику. Случаи гибели детей на воде происходят в республике регулярно, и в большинстве случаев это происходит, когда ребенок остается без присмотра взрослых. Магомед Асканов, Рахман Цуров. Новости 24. На совещании главы региона с представителями правоохранительных органов обсудили недавно произошедший инцидент, когда несколько молодых людей учинили погром в торговых точках, мотивируя свои действия правым делом. Альтруисты ликвидировали с прилавков алкогольные напитки и разбивали их здесь же, чтобы неповадно было. Глава региона такие действия назвал провокацией, напомнив ребятам, что за законность продажи алкоголя отвечают правоохранительные органы. Хусин Гагиев с подробностями. Самовольная акция молодежи затронула торговые точки продажи как легальной, так и нелегальной алкогольной продукции. В ходе беспорядков было задержано порядка 20 человек. Из них 6 молодых ребят были привлечены к административной ответственности за оказание сопротивления сотрудникам полиции. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел по Ингушетии Амир Султыгов. По факту совершения противоправных действий было возбуждено ведется расследование 5 уголовных дел по статье 167, это умышленное уничтожение чужого имущества, и по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации это хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Примечательно, что многие из молодых людей ранее вообще не имели проблемы с законом, хотя и не сказать, что здесь они оказались в ненужное время и в ненужном месте, а скорее всего были втянуты организаторами погромов. Юнусбек Евкуров осудил действия молодых людей, которые пошли на поводу у провокаторов, и подчеркнул, что выявлением незаконной продажи алкогольной продукции и наркотических средств должны заниматься правоохранительные органы. Не вам определять судьбу тех, кто продает, не продает. Сколько мы за неделю изымаем, уничтожаем и все остальное. Вы просто удивитесь этому. И дико растущую коноплю находят там, и паленую водку находят, и непаленую водку находят, и наркоманов находят. Руководитель региона отметил, что сейчас необходимо выявить тех, кто толкает молодежь на подобные необдуманные поступки и делает их соучастниками преступления. Если вы думаете, что в один день все прекратится, глубоко ошибаетесь. А вам, если вы хотите бороться с этим злом, не бороться с непосредственно водкой, с водкой там есть кому бороться, а вам надо в своей среде бороться, чтобы вы сами не стали ни наркоманами, ни алкоголиками, ни плохими людьми. Своих детей воспитывать. Не методом меча, а профилактикой. Глава Ингушетии поручил главам администрации провести встречи с родителями участников беспорядков и объяснить им, что подобные необдуманные действия их детей могут в дальнейшем привести к негативным последствиям. Хотя бы, по крайней мере, Шивай, Хамад Дахсу, Хуан, Вайкхал, Хамхудатин, Шаш, Хошхал, что Хасан и Андас тоже. В конце беседы глава региона посоветовал молодым людям направить свою энергию в правильное русло, думать в первую очередь об учебе, семье и работе. Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Юнус Цичоев. Новости 24. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники госавтоинспекции. Юнусбек Евкуров в лице начальника ингушского ГИБДД Алаудина Накастхоева поздравил весь коллектив правоохранителей. Юнусбек Евкуров отметил положительную динамику по всем показателям и добавил, что в будущем нужно стремиться к безупречной работе. На встрече также подвели итоги работы ведомства за первое полугодие этого года. Накастхоев сообщил, что за этот период в регионе зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 34 человека погибли, 145 получили ранения различной степени тяжести. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается значительное снижение всех показателей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года у нас произошло снижение по всем показателям. По количеству ДТП на 24%, по погибшим на 21% и по раненым на 16%. Ситуация с детским дорожно-транспортным происшествием, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, идет огромное снижение. За первое полугодие идет снижение по количеству ДТП на 50%, по количеству раненых на 300%, погибших на 300% и раненых на 33,3%. То есть за первое полугодие у нас погибших детей нет, к счастью. Ежегодно 3 июля сотрудники ГИБДД
По всей стране отмечают свой профессиональный праздник. 79 лет назад была организована служба ГАИ. За это долгое время она претерпела множество изменений, и теперь это полноценное подразделение в составе МВД, без которого сложно представить нашу жизнь. Репортаж Фатимы Катиевой. Беслан Талтиев 17 лет отдал службе в госавтоинспекции. Окончив Краснодарскую юридическую академию, по воле судьбы оказался в рядах стражей порядка и ни одного дня не жалел о своем выборе, несмотря на всю сложность работы, напрямую связанной с предотвращением числа ДТП на дорогах. Учет, регистрация дорожно-транспортных происшествий, выявляем очаги аварийности, причины, условия сопутствующие. И на основе этого всего мы проводим анализ, выставляем наряды в местах концентрации ДТП, также проводим пропаганду среди населения, также снижение детской тяжести. В общем, все, что связано с дорожно-транспортными происшествиями, вот мы анализируем, все, анализ вводим, все, чтобы меньше было, способствовать этому всему. С каждым годом работа госавтоинспекции совершенствуется, появляются новые технологии, шире используется техника и, конечно, меняются подходы к реализации тех задач, которые стоят перед службой. Конечно, с каждым годом все совершенствуется, все программы новые появляются. Раньше, конечно, все делалось вручную, там все. Сейчас в электронном виде все приборы, учет, регистрации, фиксации. Конечно, много новшеств. Сейчас, конечно, легче, намного легче работать стало. Сегодня сложно переоценить роль ГИБДД на дорогах республики. Эти люди в погонах и снег, и в дождь, и под жарким солнцем на страже нашей безопасности. Ежедневно они следят за порядком на дорогах, чтобы уберечь нас от наших же собственных ошибок. Следить за дорогами с каждым годом становится все тяжелее, возрастает количество транспорта, движение становится все более интенсивнее. В таких условиях работа инспекторов крайне трудна, но по-прежнему жизненно необходима. Служба ГАИ, она связана с обеспечением безопасности дорожного движения и направлена на сохранение жизни и здоровья людей. Мы полагаем, что никто не считает количество сохраненных жизней. Теоретически каждый задержанный водитель или пьяный, или грубый нарушитель – это, возможно, спасенная жизнь чья-то. И поэтому все наши сотрудники с большим пониманием относятся именно к этой проблеме, и мы нацеливаем их на работу, максимально направленную на сохранение жизни и здоровья людей. Пользуясь возможностью, хочу поздравить от себя, от руководства управления, всех сотрудников госавтоинспекции с профессиональным праздником и успехов в благородном деле сохранения жизни и здоровья людей. В этот праздничный день были отмечены и поощрены многие отличившиеся сотрудники ГИБДД. Почетные грамоты и благодарности от руководства госавтоинспекции России и Ингушетии и от министра внутренних дел республики. Марина Катиева, Магомед Урусханов, Мейрбек Миржоев. Новости 24. Глава Ингушетии сегодня встретился с благочинным Магасского церковного округа Андреем Мисюрой. Обсудили работы по сохранению и пропаганде духовно-нравственных ценностей и христианских традиций. По словам Мисюры, прихожан в храме сельского поселения Орджоникидзевское с каждым годом становится все больше. Причем посещают не только жители республики, но и православные верующие из других регионов. Если раньше они приезжали в основном на праздники, то теперь люди бывают в церкви каждые выходные. Юнусбек Евкуров выразил признательность Мисюре за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в регионе. Также он отметил, что нужно планировать поездки паломников из Ингушетии на Святую Землю Иерусалима и ухаживать за православными кладбищами на территории субъекта. Центр медицинской профилактики провел акцию среди населения, призывая к здоровому образу жизни. На этот раз у центральной мечети Назрани установили палатки, где каждый желающий мог измерить артериальное давление. На помощь пришли студенты медколледжа Асия Тутаевы. Подробнее Хава Султыгова. «Измерь свое давление». Акция с таким призывом развернулась у центральной мечети Назрани. Это место специалисты Центра медицинской профилактики выбрали не случайно. После пятничного намаза здесь не протолкнуться. Соответственно, тут много и тех, кто захочет посмотреть, какие цифры отмерит им тонометр. Хорошая акция, очень полезная, нужная людям акция. Вообще, домой я шел, вот увидел вас. Вот здесь увидел, я знал, что вы измеряете давление, и специально пришел сюда. Оз хабяхичи бакушнаха, вейкам дольге, вейкам ахшин доглазилге, вейнах шуандух безилг хахуқуже белглухет сун игралгер. Hani alçı ağars bal betri, qamınz bal betri, habyak kayı мотыге гяцер.
тамар хибет цансага дик хетер диасага дал дик дышсан мялиаз ботсон цадеки итдики адухалдолыш. Активное участие в проведении акции принимают студенты медицинского колледжа имени Асият Тутаевой. Фариза Хулагова учится на 2-м курсе и с удовольствием меряет землякам давление. Для нее, как для будущей медсестры, это дополнительная практика. Все довольны, и в прошлый раз были все довольны. Благодарили нас. И нашего директора медицинского колледжа в первую очередь благодарили за то, что мы организовали это волонтерское движение. Время идет, давление меряют, и все больше обнаруживает тех, у кого есть все шансы попасть однажды на больничную койку. Самый высокий показатель оказался у Мусы Марзаганова – 180/100. На просьбы сбить давление медикаментами он ответил отказом, сославшись на уразу, но получил рекомендации на будущее от главврача. Надо пройти обследование и посмотреть, почему такие подскоки артериального давления. Это не шутка. Мы вам направим, мы адрес записали для того, чтобы вам направить вашего участкового терапевта. А те, кто уже измерил давление, проходят на обследование во флюромобиль, который дежурит рядом. Это очень удобно, что вот так вот мы выезжаем каждый раз, каждый день. И сегодня было человек где-то около 40 так. И в прошлый раз тоже так же. Около человека 40 у нас прошло, 40-48, да, приблизительно, вот так вот. Так как сейчас святой месяц Рамадан, люди отказываются от инъекции, от приема лекарств, поэтому мы рекомендовали сейчас прийти домой, значит, прилечь. Можно положить на икры горчичники, значит, успокоиться, расслабиться, да. А вечером перемерить давление. Если, значит, давление все-таки высокие цифры, необходимо вызвать на дом скорую помощь. А тех, кого мы сейчас вот измерили и были подъемы давления у кого, мы записали подробно адреса, мы передадим руководителям медицинских организаций, они к участковым терапевтам, и участковый терапевт придет на дом и посмотрит, дальнейшие мероприятия проведет для того, чтобы больному стало лучше, чтобы он обратил внимание на свое здоровье. Это не первая подобная акция, которую проводит Республиканский центр медицинской профилактики, и не последняя. Врачи уверены, после этих мероприятий люди больше времени будут уделять своему здоровью. Хава Султыгова, Ахмед Парчиев, Новости 24. В рамках специальной программы работники администрации Кажева и Али-Юрта навестили пенсионеров-долгожителей, чтобы вручить им открытки с искренними пожеланиями долгих лет жизни и крепкого здоровья. Некоторым уже перевалило за 100 лет. В таком возрасте доброе слово и улыбка наполняют сердца радостью и, кто знает, может, даже продлят жизнь. Марьям Дарстигова не жалуется на невзгоды судьбы и бытовые неурядицы, а напротив считает, что испытания закалили ее дух. Улыбается и горячо благодарит за внимание. Акция вручения поздравительных писем будет продолжаться еще неделю, чтобы теплые слова и пожелания прочитали все, кому они адресованы. Очередная всероссийская сельскохозяйственная перепись начинается в этом году. Об этом говорили на заседании комиссии. Там собрались все главы администрации Назрановского района. По данным Росстата, перепись должна проводиться не реже 1 раза в 10 лет, а впервые она состоялась в 2006 году. Переписи подлежат сельскохозяйственные организации, включая предприятия сферы малого бизнеса, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные подворья. Основная цель переписи – сформировать статистическую картину состояния и структуры сельского хозяйства, наличие и использование его ресурсного потенциала. Надо отметить, что эта перепись особенно важна для нас, так как наш район по большей части, мы и вообще руководство района делает акцент на развитие сельского хозяйства. И вот именно вот эти данные, они очень для нас необходимы. Почему? Потому что мы регулярно делаем инвентаризацию, значит, и бывает так, что цифры разнятся. То есть, как бы по документам может быть одна цифра, по факту другая. Началась сейчас создана комиссия республиканская, есть распоряжение правительства Республики Ингушетия. Составлен план, график проведения мероприятий на 2015 год и на 2016 год. Созданы также в каждом муниципальном образовании созданы комиссии, территориальные комиссии. В Назране открылся торговый комплекс «Восток». Это не только новая торговая точка, но и дополнительные рабочие места и место для комфортного отдыха. Подробности у Марии Местоевой. Таких крупных торговых точек в республике совсем немного. Большой комфортный магазин, товары на любой вкус. Здесь есть как продуктовые отделы, так и бытовая химия, посуда, игрушки и даже постельное белье. А для людей с сахарным диабетом отдельный стеллаж. У нового магазина есть уже свои покупатели.
Цены ниже рыночных, обслуживание шикарное, магазин очень красивый. Магомед Бекмурзиев всего за неделю работы торгового комплекса успел стать здешним завсегдатаем. По вечерам он часто заезжает сюда со своим сыном, чтобы набрать необходимых продуктов. Поскольку магазин расположен недалеко от федеральной трассы при въезде в Назрань, Магомеду удобно ездить именно сюда. С первых дней, можно сказать, заезжаем. Удобно очень. Расположение. Мы сами с пригородного района проезжаем. Легко заезжать. Не надо в город, пробки, самое время. Цены очень хорошие, готовая кухня у них, все удобно в одном месте, можно сказать. Оказывается, даже финики бывают разных сортов и видов. На прилавках Восхода даже привередливый покупатель найдет то, что ему по вкусу. Но самое главное, что торговый комплекс обеспечил район новыми рабочими местами. По словам администратора, в магазине работает около 50 человек. Кассиры-консультанты, продавцы и технический персонал. А в цокольном этаже находится кухня, на которой трудятся кондитеры и повара. Здесь готовят как выпечку, так и мясные и овощные блюда и салаты. У нас есть своя кулинария, кондитерский цех. Мы печем хлеб собственного производства, в том числе и диетический. Так, печем торты, пироги, принимаем также заказы на выпечку. Работа продавца-консультанта – это общение с клиентами. За день Милана Аздоева успевает поговорить с десятками людей. В работе ей помогают природная общительность, коммуникабельность и вежливость. Я люблю общаться с людьми, я здесь нашла много друзей. Мне кажется, что график работы очень удобный. Он удобный для меня и также для остальных сотрудников. Мне еще он удобен тем, что я тут живу недалеко. И, в принципе, мне тут все устраивает, все нравится. А в дальнейшем при расширении магазина будет производиться и набор новых сотрудников. А второй этаж торгового комплекса будет сдаваться под кафе. Мария Местоева, Рахман Цуров, Новости 24. Сказку можно сделать былью. Знают те ребята, кому уже посчастливилось отдохнуть в детском лагере Локарамхи. Горные пейзажи, свежий воздух, утренняя дымка – самое место провести летние каникулы. Всего за год лагерь принимает 6 потоков по 200 детей в каждом. Один день с отдыхающими провела Хадя Дельбиева. Для детей любого возраста путевка в детский лагерь – это шанс проявить свою самостоятельность, стать чуть-чуть взрослее. Джамбулат Евлоев в Джайрахе впервые и признается, что такой красоты он еще не видел. Но еще больше, чем горной природе, Джамбулат рад новым знакомствам. Теперь список его друзей стал намного шире. Занимаемся очень многим. Мы здесь футбол занимаемся, волейбол, бадминтон. У нас много разных игр есть. Сейчас недавно принесли мячи. Играем мяч. Прыгаем, скакалки, Догоняем лезгинки. Нам здесь очень нравится. А еще? Организаторы хорошие. Да, воспитатели очень хорошие. Всего за год лагерь Арамхи принимает 6 потоков отдыхающих, по 200 детей в каждом. На днях сюда приехала очередная группа ребятишек из Сунжинского района. Сразу по приезду плановый медосмотр. Вчера они прошли пропускник по выявлению контактных инфекций, кожных заболеваний, чтобы не проскочили в лагерь. Сегодня я уже осматриваю более детально, конечно, на предмет и тех же контактных инфекций, потому что этот контроль нужен, естественно. Первым делом у ребят измерят рост и вес. По окончанию смены замеры повторят и выяснят, насколько успешными оказались старания воспитателей и поваров летнего лагеря. Ну а теперь знакомство с новым домом, где сунжинцам предстоит провести 2 незабываемые недели озорства и веселья. К их услугам уютные комнаты, игровая и танцевальные площадки, большая столовая, бассейн и, самое главное, чистый горный воздух и настоящий музей под открытым небом. Детский лагерь Арамхи уже 4-й год открывает свои двери. За сезон здесь отдыхают более 1000 детей из всех районов республики. Именно тут ребята действительно знакомятся с историей нашего народа и родовых башен, которые раньше видели только на картинках. А походы и экскурсии по Сосновому Бору и горной местности – излюбленные развлечения у ребят. Здесь их ждут самые неожиданные находки. Я нашла землянику. Одними экскурсиями сыт не будешь, поэтому после прогулки по горам дети отправляются в столовую, где их ждет горячий обед. Предусмотрено 5-разовое питание – завтрак, обед, полдник и ужин. А для тех, кто перед сном любит побаловать себя каким-нибудь лакомством, придумали и поздний ужин. Рацион здесь разнообразный, а главное – питательный. Горные продукты, мясо местное, молоко местное, все местное. И стараемся мы, чтобы для наших детей было
вкусно, чтобы им понравилось. В лагере работают 14 педагогов-воспитателей, которые находят время не только развлекать, но и воспитывать отдыхающих. Наши дети мудры не по годам, признаются воспитатели. Они интересуются и задают много вопросов. А для любителей интеллектуальных игр организаторы придумали новые конкурсы. Погоня за словом, мы ее так назвали, сами придумали, как Форт Боярд же есть такая игра, да, вот как бы похожая на это, только немножко по-другому. Мы, значит, что делаем? В помещении ни в коем случае нельзя прятать эти буквы, как бы слово составляем, примерно от слова «лето», да, ну, можно подлиннее еще лучше. И я их прячу, вот эти буквы, пока они, например, раз пошли на обед, в это время я прячу буквы, на дереве завяжу, там чуть-чуть покопаю, там закопаю где-нибудь, там раз, и говорю: дети, в помещениях не ищем, все находится на улице. И они начинают бегать, искать, это я все озвучиваю. После такого отдыха родители ребятишек могут быть уверены, их дети увезут с собой из Жайраха много приятных воспоминаний, найдут новых друзей и наберутся сил для успешной учебы. Хадия Дельбиева, Мухаммед Миржоев, Новости 24. Такой была пятница. Следите за эфиром на канале Ингушетия. Мы расскажем вам много интересного. Спасибо за внимание. Спокойной ночи.